Сегодня журнал «Русское слово» в Южной Осетии представил очередной номер. Выпуск номера посвящен событиям столетней давности – геноциду осетинского народа 1920 года. Презентация журнала прошла с участием президента республики Анатолия Бибилова. Он отметил значимость издательства и выразил благодарность всей редакторской коллегии и причастным к ее выпуску. Журнал в первую очередь агитирует поднятие уровня русского языка в нашей республике и является значимым аспектом в научной среде. Я хочу вас всех поблагодарить за такую сподвижническую работу на самом деле по поднятию и уровня знания русского языка у нас в Республике Южная Осетия. Это для нас очень важно, это важно для наших детей, молодых людей. Без сомнения, я считаю, что осетинский язык должен знать каждый осетин, независимо где он проживает. Это на территории Осетии будет или где-то за границей. Я думаю, что это уже честь для любого осетина знать свой родной язык, но то, что русский язык, он необходим. Выпускаемые материалы отбираются с учетом потребностей широкого круга читателей и охватывают актуальные темы. В этом номере представлены научные статьи авторов Севера и Юга Осетии и объединены общей тематикой геноцида осетинского народа. Главная тема данного выпуска журнала – это тема геноцида. Большинство публикаций журнала посвящены этой теме. Она освещена, эта тема, в научных статьях историков Юга и Севера Осетии: Гатикоева Гиви Романовича, Пухаева Константина Петровича, Дицоева Валеры, Дзугаева Константина Георгиевича. Эта тема и воспоминания соотечественников, которые услышали и изложили для нас учителя-русисты: Валеева Роза Сергеевна, Русудан Ивановна. Это удивительно трогательные воспоминания о том, как, например, была создана вот эта легенда о Мокпутумасагал. Я думаю, это с интересом прочитают и другие учителя, и все, кто хочет что-то узнать о том, как дышит и как живет сегодня Южная Осетия. Последний номер журнала, как отметил ректор, должен быть в каждом доме. Материалы, рассказывающие о кровавых событиях прошлого столетия, собирались по крупицам. Изучить прошлое, собрать больше дополнительных сведений помогли научные деятели республики. И во многом это заслуга главного редактора журнала Хансиат Кудалаевой. Когда я ознакомился с номером очередным журнала «Русское слово» в Южной Осетии, особенно мне была близка, как и любому гражданину Республики Южная Осетия, тема геноцида. И я думаю, что вообще каждый номер журнала должен быть в каждом доме в Южной Осетии. И особенно этот номер журнала, который, как я уже говорил, посвящен теме геноцида. Ассоциация преподавателей русского языка работает над выпуском журнала при тесном взаимодействии с посольством Российской Федерации в Южной Осетии. В этом году ассоциация отмечает 10-летний юбилей и планирует провести конференции и круглые столы. Яна Плиева, Сармат Гузитаев. Информационный выпуск сегодня.